Құрметті кеңеске қатысушылар, бүгін біздің еліміздің электр энергетикасы саласының даму барысын талқылаймыз. Бұл өте маңызды мәселе. Энергетика экономикамызды өркендету ісінде негізгі рөл атқарады, бұл белгілі нәрсе. Электр қуаты қолжетімді болмаса және үздіксіз берілмесе, дамуымыз екіталай. Сондықтан энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету басты міндеттің бірі. Қазақстанда энергияны тұтыну қарқыны жылдан жылға артып келеді. Бірақ іске қосылып жатқан жаңа қуат көздері оған сай емес. Сұраныстан артық өндірілген электр қуаты таяу арада сарқылуы мүмкін. Шын мәнінде еліміздің дамуы энергетика саласының тұрақтылығына тікелей байланысты. Сондықтан бүгін біраз мәселені талқылауымыз керек. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, бүгінде Қазақстанның бірыңғай электроэнергетикалық жүйесі орнықты жұмыс істеуде. Экономика мен халықтың электр энергиясына қажеттілігі толық қанағаттандырылған. Қазақстанда электр энергиясын өндіруді әртүрлі меншік нысанындағы 181 электр станциялары жүзеге асырады. Энергия жүйесінің белгіленген электр қуаты 23,6 гигаватт, қолда бары 19,1 гигаватт. Республика бойынша жылдық ең жоғары жүктеме 2020 жылғы 7 желтоқсанда тіркелді және 15,6 гигаватты құрады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясын өндіру 108 миллиард киловатт сағат немесе 2019 жылдың сәйкес кезеңіне 102% құрады. 2009 жылдан бастап 2015 жылда қоса алғанда инвестицияларға айырбас тарифі бағдарламасы бойынша станциялардың негізгі жабдықтарының тозу деңгейін 2008 жылға 80%-дан 2015 жылға 57%-ға дейін төмендетуге қол жеткізілді. Қазіргі уақытта Қазақстандағы электр станциялардың негізгі активтерінің тозуы 53%-ды құрайды. Бүгінгі күні 47 энергия өндіруші ұйымның 40% мемлекеттік меншікте, 19 өңірлік электр желілік компаниялар бойынша мемлекеттің қатысу үлесі 21%-ды құрайды. Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын табысты іске асырған кезде мемлекеттің электр энергетикасы нарығындағы қатысу үлесі 34%-дан 10%-ға дейін төмендейді. Энергия өндіруші ұйымдардың шекті тарифтерінің деңгейлері операциялық шығындарды жаппағандықтан және одан әрі жаңғырту талап етілетіндіктен министрлік 2021 жылғы 1 сәуірден бастап станциялардың тарифтеріне түзету жүргізді. Электр станциялары бойынша шекті тарифтер деңгейінің орташа өсуі 15%-ды құрайды. Бұл өсім халық үшін электр энергиясы бағасының өсуіне айтарлықтай әсер етпейді. Несмотря на профицит электрической мощности, существующих регулировочных возможностей действующих электростанций республики недостаточно. Это приводит к вынужденному использованию регулирования энергетических систем сопредельных государств. 7 декабря 2020 года вами был подписан закон Республики Казахстан, регламентирующий механизм строительства генерирующих установок с маневренным режимом генерации. Учитывая растущее потребление электроэнергии и долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе страны, развитие маневренных мощностей является необходимым условием для обеспечения энергетической безопасности республики. В рамках плана по развитию гидроэнергетики предусмотрено строительство гидроэлектростанций с суммарной мощностью 2221 мегаватт. Вместе с тем, Министерством энергетики были заключены инвестиционные соглашения с 6 энергопроизводящими организациями на модернизацию, реконструкцию, расширение и обновление энергетического оборудования. Данные инвестиционные соглашения позволят до 2025 года восстановить 580 мегаватт и ввести 540 мегаватт электрической мощности. Общая сумма инвестиций составит более 353 миллиардов тенге. На рассмотрении находится инвестсоглашение 6 перспективных проектов с суммарной мощностью 900 мегаватт на общую сумму 240 миллиардов тенге. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, по вашему поручению разрабатывается энергетический баланс до 2035 года с привлечением специализированного института.
Согласно предварительным расчетам, электрическая нагрузка к 2035 году составит 24 717 мегаватт. Для покрытия данной потребности планируется реализовать 25 проектов по вводу новой генерации суммарной мощностью 8831 мегаватт, в том числе 4700 мегаватт маневренной генерации. Разработка энергетического баланса будет завершена до конца текущего года. Во исполнение вашего поручения по усилению электрических сетей западной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана начат проект по строительству электросетевых объектов второй цепи, существующего транзита 220 киловольт, Уральская правобережная Индер-Атырау-Кулсары-Тенгиз. Для обеспечения целостности энергетической системы осуществляется разработка предварительного ТО в целях определения наиболее оптимального решения по объединению электрических сетей западной зоны с единой электроэнергетической системой. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей западных регионов и задействовать потенциал газовой генерации региона в качестве маневренной мощности для регулирования дисбалансов в энергосистеме страны. В целях недопущения аварийных отключений в южных регионах страны существует необходимость провести работу по усилению национальных электрических сетей путем строительства линии электропередачи 500 киловольт по направлению ЮКГРС Жамбыл-Шымкент, а также модернизации существующих электрических сетей. В рамках исполнения вашего поручения, данного на расширенном заседании правительства 26 января текущего года, Министерством осуществляется разработка национального проекта по развитию электроэнергетики. В рамках базового направления нацпроекта по масштабной модернизации электроэнергетики планируется реализация 4 задач и достижение 6 показателей. По результатам реализации нацпроекта будет обеспечена потребность экономики электрической энергии в объеме до 120 миллиардов киловатт-часов. Введено 4600 мегаватт дополнительных мощностей, из них 2400 мегаватт мощностей ВИА. Будет модернизировано и построено более 3000 километров электрических сетей. Повышен уровень энергетической безопасности и стабильности функционирования энергетического комплекса. Обеспечено сохранение свыше 50 тысяч рабочих мест, а также создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест. По предварительным расчетам, до 2025 года электроэнергетическую отрасль планируется привлечь инвестиции в общей сумме до 2,7 триллионов тенге. В рамках перехода к низкоуглеродному развитию необходима интеграция экологически чистых источников энергии. С учетом международной практики, в 2013 году была внедрена система фиксированных тарифов, создан единый закупщик электроэнергии ВИА. В 2018 году был осуществлен переход на электронные аукционы. Плановый показатель концепции перехода Казахстана к зеленой экономике 3% доли ВИА в общем объеме производства электроэнергии по итогам 2020 года выполнен. На сегодня действует 117 объектов ВИА, установленной мощностью 1705 мегаватт. Система аукционов позволила добиться значительного снижения цен на зеленую энергетику. Максимальное снижение тарифов по отдельным проектам составили для солнечных электростанций 64%, ветровых электростанций 30% и гидроэлектростанций 19%. По итогам аукционных торгов 58 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИА на 15 лет на суммарную мощность 1219 мегаватт. Привлечено порядка 626 миллиардов тенге, создано более 1800 постоянных рабочих мест. К 2025 году суммарная мощность объекта ВИА составит более 3000 мегаватт, что обеспечит исполнение плановых целевых индикаторов. По заключенным контрактам 6% долю прогнозируется достигнуть с опережением уже в следующем году. Прогнозные данные превысят плановые значения. Для дальнейшего развития сектора ВИА Министерством совместно с заинтересованными сторонами будет проведена работа по следующим направлениям. Развитие ВИА системами накопления электроэнергии, введение технических требований к участникам рынка ВИА по заданным системным операторам режима работы, совершенствование механизма распределенной генерации ВИА среди населения и МСБ,
предоставление стимулирующих механизмов для развития гидроэнергетики. Одним из перспективных направлений является развитие водородной энергетики. Развитие данного направления альтернативной энергетики планируется осуществить на базе РГП и Институт ядерной физики. Сотрудниками института будут проводиться научные исследования по 3 направлениям. Первое – производство водорода. Второе – транспортировки и хранение водорода. И третье – преобразование водорода в электричество. В качестве внешнего источника для производства водорода методом электролиза должны выступить возобновляемые источники энергии, что соответствует развивающейся мировой концепции «зеленый водород». На сегодня по данному направлению министерством проводятся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Для качественного выполнения поставленных задач требуется реализация ряда мер, направленных на реформирование рынка электроэнергии. Дальнейшее устойчивое развитие отрасли потребует полного пересмотра устройства рынка с переходом к новой модели, которая должна обеспечивать не только минимальное влияние предстоящей масштабной реализации инвестпроектов, но и сглаживание соответствующих повышений тарифов энергопредприятий в единой цене на оптовом рынке. В этой связи министерством предлагается начать проработку перехода новой модели рынка электроэнергии. 2022 жылы электр энергиясының теңгерімдеуші нарығын нақты уақыт режимінде енгізу жүзеге асырылатын болады. Оның басты қағидаты энергия жүйесінде жасалған теңгерімсіздіктер үшін субъектілердің атаулы қаржылық жауапкершілігін енгізу болып табылады. Теңгерімдеуші нарықты енгізу мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Энергия жүйесіндегі жүктеме шығынын реттеу, маневрлық генерацияның инвестициялық тартымдылығы, жұмыс істеп тұрған өндірушілердің реттеу әлеуетін пайдалану, тұрақсыз жаңартылған энергия көздері әсерінің төмендеуі, электр энергетикасы саласының алдында кешенді жаңғырту және экономиканы декарбонизациялауға энергетикалық көшу жөнінде елеулі міндеттер тұр. Энергетикалық, экологиялық және экономикалық блоктардың үйлесімді, келісілген және өзара тиімді жұмыстарын ұйымдастыру біздің міндетіміз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз берген барлық міндеттер мен тапсырмалар уақытылы орындалады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Доклад комплексный. Видение Министерства ключевых вопросов развития электроэнергетики представлено достаточно полно. Поэтому, я думаю, продолжим заслуживание доклада. Следующее слово предоставляется министру индустрии, инфраструктурного развития Бейбут Атамкулу. Пожалуйста. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті кеңеске қатысушылар, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша міндеттерді жүзеге асыру үшін үкіметпен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында мақсатты саясат әзірленді және іске асырылды. 2012 жылы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саясатының негізгі бағыттарын қарастыратын түбегейлі жаңа заң қабылданды. Энергия тиімділігін арттыру жөнінде кешенді жоспар іске асырылды. Ұлт жоспарының 59-шы қадамы аясында энергия сервистік қызметтер нарығын дамыту бойынша кешенді шаралар қабылданды. Энергия тиімді жобаларды қаржылық қолдау тетігі әзірленді. Ағымдағы жылы парламент мәжіліспен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды реттеудің жаңа тәсілдерін енгізуді көздейтін заң жобасы қарастырылуда. Энергия үнемдеу саясатының басты құралдарының бірі 9000-ға жуық субъектін энергия тұтынуын мониторингілеуді қамтамасыз ететін мемлекеттік энергетикалық тізілім болып табылады. Энергия тұтынудың құрылымында ең көп үлес энергетика саласына, ол 48%, өңдеуге 21% және тау-кен өңдеуші өнеркәсіпке 19% тиесілі. Бүгінде субъекттермен 1,5 мыңнан астам энергоаудит жүргізілді. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру шаралар жоспарын іске асыруға шамамен 300 миллиард теңге инвестицияланған. Іске асыру нәтижесінде 78 миллиард теңге үнемделді. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамасымен жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығының 2030 жылға қарай
кем дегенде 30%-ға және 2050 жылға қарай кем дегенде 2 есеге төмендету мақсаттары айқындалған. 2019 жылдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің энергия сиымдылығы 2018 жылғы деңгейден 33%-ға төмендеді. Осыған қарамастан, аталған көрсеткіштің мәні әлемдік орта көрсеткіштен 2 есе және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы мемлекеттерінің көрсеткіштінен 3 есеге артық. Бүгінгі таңда 50 ірі кәсіпорындар мен ішкі энергия тұтыну көлемі 62% тұтынылады. Аталған кәсіпорындар мен энергия үнемдеу шараларына 145 миллиард теңге инвестицияланды. Экономикалық әсер 16 миллиард теңгені құрады. Аталған кәсіпорындарда энергия үнемдеу әлеуеті 10%-ды құрайды. 50 ірі кәсіпорындардың әлеуетін іске асыру кезінде жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығын жыл сайын 4%-ға төмендету қамтамасыз етілетін атап өткен жөн. 2015 жылдан бастап Дүниежүзілік банкімен бірлесіп 21 миллион 700 мың ақш доллар сомасына Қазақстанда энергия тиімділігін арттыру жобасы іске асырылуда. Жоба аясында 83 әлеуметтік маңызы бар объекті жаңғыртылды. Жобаның қорытындысы энергия ресурстарын 40%-ға үнемдеу және 4000-нан астам жарық диодты көше шамдарын орналастыру болып табылады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында энергия тиімді технологиялар мен цифрландыруды енгізу арқылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық объектілерін жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Аталған шаралар жылу энергиясын тұтынуды 40%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. Күрделі жөндеуді қажет ететін көп пәтерлі тұрғын үй үлесі 30%-дан 22%-ға дейін төмендеді. Аспаптармен жабдықтау деңгейі 71%-ды құрады. Бұдан басқа 2011 жылдан бастап 2021 жылға дейін 3600 километр желілер салынды және жаңғыртылды. Ол желілердің тозуын 53%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Осы саланың дамуына қосымша серпін беру мақсатында үкіметпен мынадай жаңа бастамалар ұсынылады. Бірінші, негізгі реформа бюджет секторын реттеуді күшейту болып табылатын энергия үнемдеу туралы заң жобасын қабылдау. Екінші, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша 2022-2026 жылдарға арналған жол картасын бекіту. Үшінші, Дүниежүзілік банктың Қазақстанда энергия тиімділігін арттыру жобасының табысты болуын ескере отырып, оны әрі қарай масштабтау. Төртінші, жарық және жылу бағыттары бойынша мектептерді жаңғыртуға бағытталған энергия тиімді мекеме жобасын іске асыру. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, жаңа бастамаларды іске асыру 2025 жылы жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығын 2015 жылғы деңгейден 20%-ға төмендетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шын мәнінде энергияны тиімді жұмсау аса маңызды мәселе. Бұл энергетика саласына түсетін салмақты азайтады, еңбек өнімділігінде арттырады. Мәселе Қазақстан электр энергиясын көп жұмсайтын елдің бірі. Біз қандай да бір өнім шығару үшін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін елдерге қарағанда энергияны 3 есе артық жұмсаймыз. При том, что в структуре нашего ВВП основную долю занимает сектор производства услуг. Это говорит о том, что основные фонды и оборудование на промышленных предприятиях не соответствуют современным стандартам ОЭСР и других передовых стран мира. Зачастую идет имитация, а не реальная модернизация основных фондов нашей промышленности. Поэтому вам следует обратить внимание на вопросы коренного изменения в лучшую сторону
ситуации с энергоэффективностью. Если у вас есть какие-то уточняющие моменты помимо доклада, пожалуйста, я вам даю слово. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, вот с целью усиления работы в данном направлении, во-первых, мы планируем завершение второго этапа энергоаудитов в отечественных предприятиях и реализация новых мероприятий по энергоэффективности. Со стороны государства будет обеспечен мониторинг и контроль за снижением удельного расхода энергоресурсов на производство продукции по результатам энергоаудита. Во-вторых, с 2022 года планируется реализация промышленного гранта на модернизацию производства. И в-третьих, в рамках законопроекта об энергосбережении это назначение энергоменеджеров на предприятиях, которое будет способствовать внедрению энергетического менеджмента и повышению энергоэффективности. Мы надеемся, что данные меры будут способствовать значительному изменению текущей ситуации. Я считаю, что правительству необходимо активизировать работу в данном направлении, поэтому поручаю исполнительной власти в двухмесячный срок проработать этот вопрос с Национальной палатой Атамекен, внести соответствующие предложения. Справедливость и доступность тарифов – это важный экономический и социальный вопрос. В целях смягчения негативного воздействия пандемии до конца первого квартала текущего года все тарифы были заморожены. В то же время ясно, что держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным, да и нельзя этого делать. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться. Поэтому прошу доложить, насколько повышение тарифов, на ваш взгляд, в этом году повысит инфляционное давление. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, с 1 апреля произошло повышение предельных тарифов энергопроизводящих организаций. В свою очередь, тарифы энергопроизводящих организаций составляют 55% в структуре формирования конечной цены на электричество. В этой связи мы посчитали вклад в инфляцию, который составит прогнозно 0,27% в этом году. В целом, вклад регулируемых услуг в инфляцию составит 0,6% мы ожидаем. С учетом этого мы ожидаем, что уровень инфляции сформируется в пределах значений верхнего порога, установленного Национальным банком коридора инфляции 4,6% на 2021 год. Повышение тарифов является очень чувствительным вопросом, я об этом уже сказал, особенно для социально уязвимых слоев общества. Текущая модель регулирования базируется на дифференциации отпускных цен по группам потребителей. Происходит, по сути дела, перекрестное субсидирование физических лиц за счет бизнеса и бюджетных организаций. Не секрет, что любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации. В отдельных областях разница достигает 400%. Это не только искажает рынок, но и не создает стимулы к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Вопрос: зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто сжечь? Также не соблюдается главный принцип – адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме. Требуется, таким образом, сбалансированный долгосрочный подход. Обращаясь с поручением к Министерству экономики и энергетики проработать соответствующие механизмы. По проблеме выбросов парниковых газов и эмиссий в окружающую среду доложит министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. Пожалуйста. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, как известно, энергетика влияет на ряд аспектов окружающей среды. Первое, я хотел бы начать с влияния на экологию. В прошлом году в атмосферу промышленным предприятиям было выброшено 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ, 37% или более 900 тысяч тонн из которых приходится на угольные станции. Как известно, проблема качества атмосферного воздуха является характерной как для городов Нур-Султан и Алматы, так и для ряда регионов. Индекс качества атмосферного воздуха в этих городах характеризуется высоким уровнем загрязнения по таким ингредиентам, как пыль и диоксид серы, что свойственно выбросам от угольных станций. В этих 7 городах, они указаны на слайде,
проживает более 4 миллионов человек или порядка 25% от общего населения страны. Второе. Влияние на здоровье населения и затраты на здравоохранение. При оценке стоимости электроэнергии в расчет обычно берется только себестоимость ее производства. Однако, согласно международным исследованиям, дополнительные затраты на здравоохранение у населения и у государства в расчете на 1 киловатт-час, произведенный на угольной станции, составляют в среднем от 5 до 18 центов на киловатт. Такой большой разбег объясняется различными типами угля, эффективностью фильтров на станциях, рельефом местности и другими факторами. Таким образом, при сравнении стоимости ВИА с угольной генерацией, последняя не конкурентоспособна. Третье – это влияние сжигания угля на климат. Как вы знаете, в рамках Парижского соглашения Казахстан принял на себя обязательство до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 15% от уровня 90 года или до 328 миллионов тонн. Однако на сегодняшний день выбросы парниковых газов уже превышают уровень 90 года. Так, по итогам последней инвентаризации, выбросы СО2 в Казахстане составили более 400 миллионов тонн. При этом доля сектора производства электроэнергии и тепла составила 27% или 110 миллионов тонн. По прогнозам экспертов, общие выбросы РК продолжат расти и достигнут уровня в 435 миллионов тонн к 2030 году, если не будут приняты соответствующие меры. Вкратце остановлюсь на основных международных трендах и усиливающемся экономическом давлении на угольную отрасль. Крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем, в пользу чистых зеленых технологий. Это положительно сказалось на конкурентоспособности технологий ВИА. Так, согласно данным Международного инвестиционного банка «Лазард», стоимость строительства и эксплуатации объектов ВИА за последние 10 лет значительно снизилась, став в 2,5 раза ниже угольной. Наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях по углеродной нейтральности и, соответственно, отказа от угля, ежегодно растет. Кроме этого, с 2023 года Европейским Союзом планируется введение пограничного углеродного налога на импорт углеродоемкой продукции. Это кардинально изменит правила международной торговли. Причем с учетом углеродоемкости ВВП Казахстана влияние данного налога на нашу экономику может быть очень значительным. Для снижения негативного эффекта от введения налога потребуется существенное сокращение выбросов парниковых газов до эталонного уровня Европейского Союза или повышение стоимости квот на парниковые газы, опять же до европейского уровня, что в наших условиях означает рост в десятки раз. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, принимая во внимание вышеизложенные вызовы, нами совместно с экспертами Всемирного банка была подготовлена структура электроэнергетики страны до 2030 года. Она предполагает снижение угольной генерации с 69 до 40%, существенное увеличение доли ВИА вместо запланированных 10%, газовая и гидроэнергетика тоже вырастет. Такая структура энергетики позволит а. улучшить качество воздуха, б. сократить затраты на здравоохранение, с. исполнить принятые международные обязательства по Парижскому соглашению и сохранить конкурентоспособность экономики РК с учетом вводимого пограничного углеродного налога в ЕС. Спасибо за внимание. Как известно, в рамках Парижского соглашения наша страна имеет обязательство по сокращению объема парниковых газов на 15% к 2030 году. Я думаю, что обязательства очень серьезные. Вчера я выступал в рамках Организации Объединенных Наций на круглом столе, вновь подтвердил приверженность Казахстану своим обязательствам, в том числе в рамках Парижского соглашения. Учитывая высказанные сегодня планы по вводу в эксплуатацию электрогенерирующих мощностей, вопрос состоит в том, хватит ли нам общего объема квот. Вообще этот вопрос изучался министерством и какие планы имеются в данном направлении. Если возникнет форс-мажорная ситуация, мы ощутим нехватку квот. Касым-Жомарт Кемелевич, квот уже на сегодняшний день не хватает, это первое. Второе, вот с учетом тех принятых международных обязательств, мы уже со следующего года в течение последующих 8 лет мы должны ежегодно сокращать количество выдаваемых квот порядка на 2% ежегодно. То есть мы должны на 20% вот за 10 лет квоты снизить. В этом году мы уже в принципе на 1,5% квоты снизили.
Теперь, что необходимо дальше делать еще? Первое, необходимо поднимать стоимость квот на парниковые газы. И в дальнейшем необходимо стремиться к тому, чтобы мы интегрировали национальную систему торговли выбросами с международной системой торговли выбросами. Однако это, естественно, повлечет за собой повышение цен у нас внутри страны. Второй путь. Необходимо все-таки прорабатывать уже активно введение углеродного налога у нас в стране, потому что будет два варианта. Или мы углеродный налог будем платить в Европе при импорте, при экспорте нашей продукции, это в первую очередь ГМК, металлы и нефть. Или же мы введем у себя углеродный налог, необходимо будет проработать создание какого-то, может быть, карбонового фонда, деньги аккумулировать в нем, и после этого эти деньги уже направлять на декарбонизацию экономики. Но по нашему мнению, такой фонд можно было бы, например, создать на базе МФЦА и в том числе привлекать туда зеленое грантовое финансирование извне. Я думаю, что проблема создания углеродного налогового фонда очень серьезная проблема, которая требует дополнительного изучения. Сама идея, конечно, выглядит очень привлекательной, но, предупреждаю, нужно тщательно проработать с тем, чтобы у нас был консенсус. Далее по повестке дня у нас значится вопрос модернизации и запуска новых генерирующих мощностей. По данной теме прошу доложить председателя правления фонда Самрұқ-Қазына Алмасада Масатхалиева. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, разрешите начать выступление с отчета по исполнению поручений, данных в ходе заседания с участием Касым-Жомарта Кемелевича вашего. В первую очередь речь идет о необходимости разработки энергетического баланса Республики Казахстан до 1935 года. Проект данного документа разработан. Я коротко остановлюсь на результатах данной работы. Было поручение по разработке схемы усиления транзитных связей между западными регионами и объединения с единой энергетической системой. Отчет достаточно подробно представлен в докладе министра. Хочу сказать, что начата разработка по ПРЕТЭО, и срок завершения первое полугодие 2022 года, который будет учитывать комплексное развитие национальной электрической сети. В целом, по национальной электрической сети хотел отметить, что произошедшие в начале года авария в энергосистеме Западного Казахстана, а также отключение на юге Казахстана показали необходимость работы по увеличению надежности национальной электрической сети. То есть это есть вызовы, связанные с масштабной интеграцией ВИА, связанные с развитием маневренных мощностей, а также развитием систем аккумулирования. Поручение по усилению южной зоны энергетической системы в работе, и в ходе сегодняшнего доклада я планирую внести несколько предложений по решению данной проблемы. Вашему вниманию представлен проект прогнозного энергобаланса, который несет в себя элементы консервативного планирования, то есть предполагается, что прирост потребления составит 1,8-2,3% в год. При этом нужно иметь в виду, что до коронавирусной годы, 17-18 год, рост потребления составлял порядка 5-6%. Также данный прогноз не учитывает развитие майнинга, то есть создание соответствующих ферм. Исходя из данного прогноза и реальной оценки возможности несения базовых нагрузок нашими станциями, вывод, который мы предлагаем для рассмотрения, состоит в том, что необходимо уже сейчас приступить к масштабному строительству, в первую очередь, маневренных мощностей. Также это вызвано и планами по развитию возобновляемых источников энергии. Если будет стоять задача по замещению угольной генерации, и исходя из прогнозов потребления, нужно уже сейчас задуматься о необходимости введения после 30 года новых базовых источников мощности порядка 10 гигаватт. Следующий слайд, пожалуйста. В этой связи фондом вносятся конкретные предложения по реализации проектов в сфере генерации. В первую очередь это завершение восстановления блока номер 1 на Экибастузской ГРЭС-1 и завершение строительства блока номер 3 на Экибастузской ГРЭС-2, что позволит дополнительно
порядка 1176 мегаватт в ближайшее время ввести в энергобаланс. Мы понимаем, что это угольная генерация. При восстановлении этих блоков будут установлены самые современные системы очистки выбросов и позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. Есть поручение по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ. На нем я хотел бы тоже подробно позже остановиться. Также мы предлагаем уже сегодня приступить к переводу на газ алматинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Это позволит дополнительно ввести в энергобаланс порядка 600 мегаватт. Возможности регулирования существенно увеличит надежность работы южной энергетической зоны. Один из наиболее перспективных проектов, который можно приступить к реализации уже в ближайшее время, это строительство Кербулакской ГЭС. Мы уже приступили к переговорам с нашими стратегическими партнерами, которые готовы инвестировать в реализацию данного проекта, что позволит на 80 мегаватт увеличить мощность Капчагайской ГЭС, то есть Кербулакская ГЭС будет выступать в качестве контррегуляторов. Также мы предлагаем уже сегодня приступить к реализации проекта строительства парогазовой установки с маневренными возможностями до 1000 мегаватт на юге страны. Безусловно, реализация всех данных проектов должна быть синхронизирована с концепцией развития газовой отрасли, предполагать строительство необходимой газовой инфраструктуре. Данные проекты были обсуждены на инвестиционном штабе под руководством премьер-министра Республики Казахстан и по согласованию с Министерством энергетики будут включены в прогнозный энергобаланс. По парогазовой установке до 1000 мегаватт хотел сказать, что мы данный проект будем реализовывать совместно с компанией «Казтрансгаз», которая обеспечит поставку газа для нужд данной станции. По проекту Алматинская ТЭЦ-2 в настоящее время завершено ТЭО, которое в ходе согласования с Комитетом по делам строительства жилищного коммунального хозяйства привело к нашему предложению о строительстве новой станции на площадке ТЭЦ-2. То есть мы предлагаем построить парогазовую установку мощностью до 600 мегаватт с регулирующей возможностью, которая позволит обеспечить полностью заместить текущую станцию по электроэнергетическим и тепловым нагрузкам, а также обеспечить существенно надежность данного вида услуг. При этом мы предполагаем, что газовая инфраструктура будет построена компанией «Казтрансгаза» в рамках концепции по развитию газовой отрасли, то есть соответствующие мы расчеты уже сделали в плане влияния на тариф, а также саму станцию осуществить, строительство самой станции осуществить за счет заемных средств институтов развития. Мы как фонд готовы предоставить нашу свободную емкость заимствования, что позволит привлечь долгосрочные льготные займы и снизить давление на цены на электроэнергию и тепло. Соответствующие расчеты сделаны и представлены в Министерство энергетики. По текущим вопросам мы сейчас отрабатываем с правительством, отрабатываем с акиматом города Алматы и в ближайшее время выйдем с окончательными предложениями по реализации данного проекта. В целом мы видим, что к 2026 году при условии получения долгосрочных тарифов, при условии своевременного организации аукционных торгов для строительства данных станций, можно уже к 2026 году завершить газификацию Алматинского энергоузла, что позволит снизить общие выбросы с 50 тысяч тонн в 2020 году до 5 тысяч тонн после завершения данного проекта, то есть в 10 раз. При этом по окислам азота с 11,5 тысяч до 4 тысяч тонн, по сере с 27 тысяч до нуля и по золе с 8,7 тысяч до нуля.
Постановочные вопросы в рабочем порядке отрабатываются с правительством Республики Казахстан. И, как я уже говорил, в ближайшее время мы готовы выйти с конкретными предложениями по реализации данных проектов. Разрешите в целом остановиться на наших подходах по снижению воздействия на окружающую среду. Устойчивое развитие мы объявляем как нашим базовым основным приоритетом. По всем компаниям портфельным мы проанализировали выбросы, и по каждой компании будет разработан отдельный план энергоперехода, который будет в том числе включать в себя и снижение выбросов, и применение энергосберегающих, энергоэффективных технологий, и программу ресурсосбережения, которая позволит эффективно в ближайшее время провести мероприятия по движению к углеродной нейтральности наших портфельных компаний. И это полностью соответствует современным трендам. Как мы знаем, сегодня энергетическая трансформация становится неизбежной, как минимум, для энергетического нефтегазового сектора. Мировые гиганты диверсифицируют свой портфель. Многие компании сейчас заявляют, такие как Total, BP, Shell, Eni, в будущем о позиционировании себя как производителей чистой электроэнергии. Объем инвестиций в декарбонизацию в 2020 году составил порядка $500 миллиардов США. Предоставляются льготные займы, задействованы самые различные институты поддержки данного направления. В качестве конкретного примера мы уже сейчас планируем, что Казмунайгаз в рамках программы низкоуглеродного развития сократит выбросы парниковых газов на 10%. То есть мы придем к уровню в 2030 году, уровню 2019 года по СО2. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. В портфеле фонда существует ряд проектов возобновляемой энергетики, которые мы будем форсировать в части их реализации. Я уже достаточно детально остановился на проекте Кирбулакской ГЭС. Есть проекты ГЭС на малых реках в Алматинской области. Есть проект переброски стока реки Кинсу в Бестюбинское водохранилище, которое позволит увеличить дебит Майнакской ГЭС, а также ряд проектов ветровых электрических станций. В качестве новации мы сейчас рассматриваем проекты строительства возобновляемых источников для собственных нужд. Так, в качестве мы уже подписали ряд соглашений со стратегическими партнерами, EDPR, Масдар, и уже готовы реализовать часть проектов, которые позволят нам снизить воздействие на окружающую среду путем использования чистой энергии. Таким образом, у фонда есть комплексный план реализации проектов генерации, есть план по снижению воздействия на окружающую среду, и в рамках установленных планов мы планируем произвести соответствующие корректировки стратегии портфельных компаний и фонда. Доклад окончен. Что касается проекта перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ, он имеет стратегическое значение. От решения данной проблемы зависит экология города Алматы и, конечно же, повышение качества жизни граждан в этой части Казахстана. Стоимость модернизации растет. Нам нужно окончательно определиться с данным проектом, поэтому поручаю правительству, фонду Самрұқ-Қазына вместе с акиматом окончательно определиться с проектом модернизации строительства ТЭЦ-2 и, конечно же, приступить к реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно. Нам нужен результат. Слово предоставляется Нурлану Капенову. Пожалуйста. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, на сегодняшний день создан понятный и транспарентный механизм отбора в проекта ВИА. Это аукционные торги, которые заслужили доверие во всем мире, получили признание во всем мире. Все это стало благодаря проводимой государственной политике. Однако зеленая энергетика фактически оголила ключевые проблемы электроэнергетики, такие как дисбалансы в системе, дефицит маневренных мощностей, зависимость от сопредельных государств, износ оборудования, изолированность западной зоны и энергетическая безопасность нашей страны в целом.
Кроме того, сегодня сложилась такая ситуация, когда технические возможности энергосистемы не позволяют дальше развиваться ВИА в полной мере. А именно это проблема дефицита маневренных мощностей. О данной проблеме говорится уже второе десятилетие, однако серьезных результатов на сегодняшний момент нет. Для решения проблемы дефицита маневренных мощностей требуется время и серьезные вложения. Однако помимо технических решений имеется возможность внедрять рыночные механизмы. К примеру, такие как управление спросом, внедрение модели единый закупщик электроэнергии, балансирующего рынка, использование потенциала существующих мощностей электростанций, а также использование малых установок ВИА населением и бизнесом нашей страны. Таким образом, решение накопившихся в электроэнергетике проблем, мы считаем, требует незамедлительного решения. В первую очередь необходимо определить видение развития отрасли путем разработки долгосрочной стратегии, поскольку от состояния электроэнергетики зависит жизнеспособность не только промышленности, бизнеса, но и экономики в целом. В заключение хотелось бы отметить, что Казахстан должен придерживаться курса концепции по переходу к зеленой экономике, утвержденной Елбасы еще в 2013 году. Более того, господин президент, ваше заявление об обязательстве Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 60 году вдохновили и дали новый импульс бизнес-сообществу ВИА для новых побед. Мы, как Казахстанская ассоциация солнечной энергетики, уверены, что в случае скорейшего решения вышеуказанных проблем ВИА станут основным драйвером энергетической трансформации Казахстана. Спасибо за внимание. Вы знаете, что я сторонник, причем твердый сторонник развития чистой энергетики, в целом зеленых технологий. Я думаю, по этому вопросу мы будем держать контакты и тесно сотрудничать друг с другом. Прошу выступить представителя компании «Тоталь» госпожу Алем Фриганой. Уважаемый господин президент, спасибо за приглашение на сегодняшнее совещание. Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу по достижению углеродной нейтральности к 60 году и присоединилась к группе стран, которые ставят идентичную цель. Таким образом, республика демонстрирует, что у страны есть полное понимание вызовов, касающихся изменения климата и необходимости действовать незамедлительно. И также, как вы отметили, потребление повышается, и Тоталь полностью поддерживает и разделяет такую амбициозную задачу, поскольку компания также начинается крупную трансформацию, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности к 50 году путем увеличения доли газа и возобновляемых источников в энергетическом балансе компании. Мы думаем, что эти задачи можно достичь. Тоталь поддерживает Парижское соглашение, которое призывает страны снизить объемы выбросов парниковых газов в контексте устойчивого развития и в данное время принимает активное участие в рабочей группе по вопросам низкоуглеродного развития с тем, чтобы внести свой конструктивный вклад в реализацию концепции низкоуглеродного развития, разработанного в РК. Мы высоко ценим усилия республики, которая достигла первую цель, обозначенную в концепции по переходу к зеленой экономике, путем увеличения доли возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в стране до 3% к 2020 году. Это наглядно демонстрирует потенциал РК развиваться в сложных условиях. При выработке мер по вопросу изменения климата и при планировании снижения эмиссий в мире одним из основных моментов значится вопрос электроэнергетического сектора. Такой акцент на вопрос электроэнергетики доказывает свою эффективность. На фоне падения цен на ВИА и растущего объема потребления сейчас наступил реальный экономически выгодный момент, чтобы достичь углеродную нейтральность. Начиная с 2018 года компания Total Eren активно вовлечена в развитие ВИА в РК и вносит свою лепту в достижение поставленных целей. Нами построено 2 солнечных электростанции в РК общей мощностью 128 мегаватт, что позволяет обеспечить низкоуглеродной и устойчивой электроэнергией 40 тысяч человек, не допуская выбросы СО2 в объеме 300 тысяч тонн в год. Сейчас же мы намерены разработать и получить другие проекты, которые позволят нам достичь суммарную мощность в 500 мегаватт. Помимо текущих проектов и дополнительных возможностей в будущем,
По вашему поручению, господин президент, Тоталь также тесно взаимодействует с Министерством энергетики и КИГОК по разработке инновационного масштабного проекта по гибридным ВИЭ мощностью 1 гигаватт. Хочу поблагодарить министра энергетики за внимание, которое он уделяет, и содействие, которое он оказывает. Господин президент, данный проект является сложным и уникальным проектом не только в РК, но и во всем мире. Мы услышали обеспокоенность КИГОКа и вопросы по интеграции мощностей. Но мы верим, что у Тоталя есть необходимая мощь с тем, чтобы финансово этот проект сдать под ключ. И мы приветствуем инициативу по Установка энергоаккумулирования позволит обеспечить переход к солнечной генерации в послеобеденное вечернее время, а также ветровой генерации в ночное время. Это также позволит улучшить глобальную системную стабильность и сократить зависимость от соседних стран. И поэтому, ваше превосходительство, мы предлагаем различные опции и прагматические подходы, начиная с 200 мегаватт до 1 гигаватт мощности. И мы также поддерживаем гибридизацию, а также разбивку солнечной и ветровой генерации. И мы также готовы объяснить техническую выгоду благодаря аккумулированию, которое приведет к нужным тарифам. Это учитывает различные структуры и стратегии оффтейков. Поэтому, ваше превосходительство, мы бы хотели предложить здесь начать пилотирование на фазе 0 и на фазе 1 первых проектов. Это проведение лабораторных тестов с 1 или 2 контейнерами аккумуляторного накопления энергии вместе с КИГОК и Самрук. И в то же самое время мы предлагаем разработку станции в 200 мегаватт мощности, куда будет входить 50 мегаватт хранения энергии, солнечной и ветровой энергии. И мы можем это использовать на южно-северной линии рядом с Балхашом. Господин президент, в этом духе мы бы хотели предложить 11 июня обсудить предложение высокого уровня с участием Министерства энергетики, основанное на наших допущениях. Мы могли бы использовать это в качестве примера, основываясь на обратной связи, которую мы получаем по работе над детальными проектами. И если позволите, я думаю, что таким образом мы сможем найти надлежащую структуру и рамки для дальнейшей работы. Как уже было отмечено вами в феврале, мы считаем, что этот проект мощностью 1 гигаватт может быть разработан благодаря межправительственному соглашению. Я очень оптимистично надеюсь на то, что это соглашение будет подписано до конца года. И если позволите, мы также начнем работать над этим соглашением вместе с вашей командой. Для нас было бы большой честью, чтобы, господин президент, вы также дали нам возможность на заседании Совета выступить с отчетом по прогрессу над этим важным проектом. Я думаю, что мы смогли бы к концу сентября уже даже предложить наши первые результаты. Я бы хотела вас уверить, господин президент, что Тоталь будет продолжать тесное сотрудничество в духе партнерства и доверия. И мы уверены в том, что наши совместные усилия приведут к успешным результатам. Реализация таких проектов приведет к смене парадигм и позволит создать новые стандарты индустрии и позволит Казахстану занять лидирующую позицию в достижении углеродной нейтральности. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, госпожа Фрига Ной. Тоталь является стратегическим партнером Казахстана. Мы, в принципе, удовлетворены характером нашего взаимодействия. Что касается ваших конкретных предложений, они будут внимательно рассмотрены. Я обращаюсь к правительству, обратить особое внимание на предложения, высказанные госпожой Фрига Ной от имени компании «Тоталь». Сегодня состоялось хорошее дельное обсуждение проблем и перспектив электроэнергетической отрасли. Отрадно, что у ответственных профильных государственных органов есть видение развития и конкретные планы. Теперь хотел бы остановиться на ряде вопросов, требующих, с моей точки зрения, особого внимания. Первое. Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция
– это декарбонизация промышленности и экономики. Очевидно, что энергетическая отрасль и электроэнергетика, в частности, не могут оставаться в стороне. Следует четко осознавать, что ведущие страны мира уже перешли от планов по озеленению экономик к конкретным практическим действиям. В странах Европейского Союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, а достижение полной климатической нейтральности ожидается к 2050 году. Казахстан планирует достижение климатической нейтрализации к 2060 году. С 2023 года Европейский Союз вводит углеродный налог – Carbon Tax, который может значительно затруднить экспорт нашей продукции. С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам. Поэтому мы должны быть готовы. Очевидно, что процесс адаптации не обещает быть простым. Казахстан является одним из крупнейших эмитентов парниковых газов в Европе и Центральной Азии. Это обусловлено тем, что 70% производства электроэнергии у нас приходится на уголь, а чистые энергоисточники, такие как природный газ, 20%, гидроэнергетика 8%, и возобновляемые источники энергии 3% составляют около трети энергобаланса Казахстана. Поэтому достаточно продолжительное время нам придется полагаться на традиционные источники энергии. Это реальность. Выбирая среди них, следует делать ставку на более чистые, то есть воду и газ. В этой связи в работе по развитию электроэнергетики важно обеспечить увязку с развитием рынка газа как ключевого источника первичного топлива. Данный вопрос должен быть в зоне особого внимания Министерства энергетики и фонда «Самрук-Казна». По угольной генерации важно обеспечить внедрение новых технологий, таких как чистый уголь, современные системы сжигания и фильтрации на станциях. Основную ставку следует сделать на системном и последовательном наращивании использования чистых источников энергии, в первую очередь гидроэнергетики и возобновляемой энергии. Важно понимать, что на данном этапе мирового развития статус, авторитет и, соответственно, международные возможности любой страны будут во многом определяться вкладом в декарбонизацию мировой экономики. В частности, это будет одним из критериев, определяющих возможность принятия нашей страны в ЕСР. Таким образом, зеленый вектор развития обуславливается как внутренними, так и внешними факторами. В прошлогоднем послании я поручил разработать концепцию по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Этот документ должен содержать конкретное видение глубокой и структурной декарбонизации экономики. Правительство работает над национальным проектом по развитию электроэнергетики. Этот прикладной документ должен стать основой развития отрасли на ближайшие как минимум 5 лет. Прошу обеспечить четкую увязку и взаимное дополнение обоих документов. Следует тщательно обсудить их с мировыми и отечественными экспертами. Второе. По моему поручению министерством готовится энергобаланс страны до 2035 года. Сегодня были представлены его основные характеристики и параметры. В целом их можно одобрить. В то же время это расчетные цифры. Важно обладать реальной картиной по энергогенерирующим объектам. Основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет. По данным экспертов, их общий износ составляет более 50%. Это приводит к росту технологических нарушений на электростанциях. В 2019 году 4010 нарушений, в 2020 году 4458 нарушений. Рост, таким образом, 11%. Поэтому назрела необходимость масштабного технического аудита энергоисточников. Результаты аудита станут базой для совершенствования государственной политики, а также дальнейших инвестиций в отрасль. Провести эту работу качественно позволит цифровизация. Мы должны четко понимать, где и когда состоится запуск или выбытие энергомощностей, их ремонты и модернизация. Предстоит создать полноценную цифровую карту объектов генерации,
которая позволит отслеживать состояние объектов в режиме близком к реальному. Это очень большая работа. Поручаю Министерству энергетики в течение 2 месяцев внести проработанные предложения по данному вопросу. Третье. Мы взяли устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Благодаря продуманной политике и последовательной реализации нам удалось добиться качественного прироста ВИА в структуре общего энергобаланса. Он достиг 3%. Это неплохо для нашей страны. Ранее мы определили цель довести этот показатель до 10% к 2030 году. С учетом новых реалий и текущей положительной динамики ставлю задачу увеличить долю ВИА в электрогенерации до 15% к 2030 году. Разрабатываемый энергобаланс страны должен исходить из этой задачи. Также в рамках программных документов следует предусмотреть необходимые меры регулирования и поддержки отрасли для безусловного достижения данной цели. Важно максимально эффективно использовать потенциал альтернативной энергетики. На февральском заседании НСОТ я поручил правительству разработать новый закон о развитии альтернативных видов энергии, таких как водород, промышленные газы, газометан угольных пластов и других. Казахстан, будучи большой энергетической страной, должен сохранить лидирующие позиции в новой энергетике и в будущем. Министерство энергетики совместно с другими заинтересованными сторонами должно максимально предметно проработать данный вопрос в рамках рабочей группы. Пригласите представителей отрасли, отечественных экспертов, международные организации, привлеките науку. Подобных законов немного в мире, поэтому наш закон должен быть образцовым. Далее. Доля казахстанского содержания в проектах ВИА все еще крайне мала. Предстоит научиться не только строить новые сверкающие станции, но и развивать местное производство, науку и технологии, растить квалифицированные отечественные кадры. Иначе получится, что вся страна вкладывает в иностранные товары и технологии, оплачивая это через тарифы. Поручаю правительству внимательно изучить и применить передовой международный опыт локализации в сфере ВИА и энергетики в целом. Проекты в сфере чистой энергетики и экономики, несомненно, требуют соответствующего внимания и со стороны институтов развития. Правительству поручается совместно с фондом Байтерек подготовить предложения по поддержке госполитики в сфере зеленой энергетики и зеленой экономики. Немалую роль играет стимулирование использования возобновляемых источников энергии среди населения. Распределенная генерация электричества давно практикуется в Европейском Союзе, Великобритании и ряде других стран. Предлагаю в рамках развития умных городов реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций. Это особенно актуально для южных регионов. В рамках пилота при планировании и возведении новых жилых комплексов следует заранее предусмотреть возможности установки и эксплуатации солнечных панелей для обеспечения чистой энергии. Важно максимально упростить перечень разрешительных документов для генерации чистой энергии домохозяйствами. Следует усовершенствовать механизм субсидирования капитальных затрат по домашним установкам малой мощности. Поручаю правительству подготовить и внести необходимые изменения в законодательство. Согласен с мнением специалистов, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно. Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобия здесь неуместна, но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом ни в коем случае не следует. Четвертое. Помимо генерации, большое значение имеют электросетевые компании. Предстоит внести порядок в их деятельность. В частности, свести к минимуму количество предприятий, не обладающих техническими средствами и персоналом для обслуживания электросетей. Поручения по укрупнению региональных электросетевых компаний
давалось давно, более 5 лет назад. Выполняется оно неуспешно. Более 32 тысяч километров электросетей не переданы на баланс крупных энергопередающих организаций. Они до сих пор находятся на балансе местных исполнительных органов. Нормативные потери электроэнергии в национальной сети держатся на уровне 6% и не уменьшаются с 2014 года. В региональных сетях уровень потерь выше почти в 2 раза. Высокий уровень износа линий электропередач. В национальной сети этот показатель составляет 67%. Это серьезный вопрос, от которого зависит надежность электроснабжения. Поручаю правительству и акиматам областей принять комплекс мер по поэтапному снижению уровня физического износа электросетей. Пятое. В отрасли существуют проблемы с достаточностью и квалификацией кадров. Не хватает электромонтеров, ремонтников, высоковольтных линий и других специалистов рабочих профессий. И это несмотря на то, что в Казахстане есть 24 вуза, готовящие кадры для энергетической отрасли. Средний возраст инженерно-технического персонала составляет около 50 лет. Данная ситуация осложняется также недостаточным уровнем средней заработной платы. Как результат, текучесть кадров за 2015-2020 годы увеличилась с 4% до 15%. Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с кадровым голодом уже в ближайшее время. Поручаю правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отраслей и конкурентоспособного уровня оплаты труда. Шестое. Хочу отметить важность привлечения международных инвесторов в развитие отрасли. По моему поручению ведутся переговоры с инвесторами Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, других европейских стран. Аскар Узакбаевич, Алмасадам Майданович, прошу ускорить данную работу, внести мне согласованные инвестиционные предложения к 1 сентября текущего года. Седьмое. Энергетика важна не только сама по себе, но и как поставщик важнейшего ресурса – электроэнергии. Стабильность снабжения, доступность тарифов – это ключевые компоненты национальной конкурентоспособности. Поэтому важно, чтобы цена электричества базировалась на ее справедливой рыночной стоимости. Сегодня на оптовом рынке электроэнергии доминирует всего 3 компании, занимая 70% рынка. Я думаю, что это не совсем правильно. Оптовая продажа электроэнергии по двусторонним договорам создает барьеры для новых сбытовых компаний, препятствует развитию конкуренции на розничном рынке электроснабжения. Это прямой путь к завышенным ценам для конечных потребителей. Я уже поручал принять меры для развития биржевой торговли, в том числе электронной. Это цивилизованный и прозрачный механизм, содействующий конкуренции и в результате снижению цен. К сожалению, сейчас доля торгов через электронную централизованную площадку КОРЭМ составляет менее 1% от общего объема оптового рынка электроэнергии. Я поручаю Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции тщательно проработать данный вопрос. В частности, требуется определить долю электрической энергии, подлежащей обязательной реализации через централизованные площадки. Восьмое. Вопросы защиты окружающей среды имеют особую актуальность в развитии отрасли. Одним из инструментов стимулирования предприятий к уменьшению негативного воздействия на экологию является система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Система позволит предприятиям гибко подходить к внедрению энергоэффективных мер. Предыдущие усилия по запуску внутренней торговли серьезных результатов не принесли. Поэтому правительству предстоит обеспечить перезапуск всей системы торговли квотами. При этом следует предусмотреть ее синхронизацию с аналогичными мировыми платформами. Девятое. Помимо мер тактического характера, в развитии энергетической отрасли важно смотреть на среднесрочный период. В мире появляются и апробируются новые технологии генерации и хранения энергии.
Учитывая скачкообразность технического прогресса, совсем скоро они могут стать реальностью. В частности, речь идет о возможном прорыве в развитии водородной энергетики. Мы должны быть готовыми к подобному сценарию. Необходимо иметь пул специалистов, способных работать с такими технологиями. Предлагаю создать Центр компетенции по новой энергетике, в котором в экспериментальном режиме будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических инноваций в энергетической сфере. Уважаемые участники заседания, члены правительства, приглашенные, в заключение хотел бы напомнить о важности правильной и современной регуляторной среды. В 2018 году был принят закон о естественных монополиях в новой редакции. Закон разрабатывался совместно с Европейским банком реконструкции и развития и должен был решить ряд системных проблем отрасли, таких как постоянное завышение тарифных смет и инвестиционных программ, отсутствие стимулов к экономии тарифов. Но не все было реализовано на практике. Правительству следует разобраться и в случае необходимости подготовить соответствующие поправки. Рост населения и экономики будет неизбежно требовать ввода новых мощностей. Однако возможности не безграничны, поэтому снижение энергоемкости экономики – важнейшая задача. Важно понимать, что ее решение будет иметь самый непосредственный эффект на конкурентоспособность наших товаров и целых отраслей. Соответственно, как при разработке стратегических документов, так и в рамках реализации практических мер необходимость повышения энергоэффективности должна учитываться в полном объеме. Прошу правительство держать данный вопрос на своем контроле.